Всем доброго времени суток, меня зовут Эдвард, и вы на моем канале, который посвящен бизнесу и предпринимательской деятельности. Сегодня вы посмотрите интервью, которое мы записали вместе с очень интересным человеком. Ее зовут Цардана Сидорчук, и она является логопедом. В этом интервью вы узнаете, как она начинала свое дело, какие трудности могут быть в этой нише, когда вы начинаете только. Ну и в конце вас ждет небольшой интерактивчик. Приятного просмотра! Расскажи вот немножко из истории, как все происходило, как все начиналось и почему именно вот такой вид деятельности выбрала. Ну, во-первых, потому что я отучилась на логопеда, это моя специальность. Специальность, которая мне очень нравится. Мне так очень повезло, что я отучилась именно в том университете, в котором хотела. Это в городе Новосибирске. Вот после окончания вуза ты сразу открыла свое дело или сначала работала по найму? Я работала в найме, я работала в школе, я была классным руководителем, учителем русского языка и литературы, а логопедом я, наоборот, только подрабатывала. Ну, логопедом я подрабатывала в частном порядке. Вот. Это было в городе Новосибирске, и 5 лет я так работала в школе. Потом только сюда приехала. И получается, там уже набралась опыта. И когда вот то самое решение пришло, когда ты решила, что ты просто уйдешь в свободное плавание? Когда у меня на собственных детей не стало хватать времени. Когда мы занимались тогда и устройством детей-сирот в семьи и так далее, когда я понимала, что на других детей у меня хватает времени, на своих нет, я решила уйти в свободное плавание. И стала искать дело по душе, но я никогда не думала, что логопедия может стать источником заработка, там, своим делом, каким-то бизнесом. Я искала там в дизайне квартир какие-то там, в интернет-магазины, вот в такие ниши рассматривала. Логопедию как нишу вообще не рассматривала, но я хотела сестру свою сблатовать, чтобы вместе бизнес открыть. Она ни на что не соглашалась, пока я ей не предложила открыть образовательный какой-то центр такой. И тогда она согласилась, она у нас экономист и финансовыми делами, вот она ведает. То есть я такой человек-продукт, поэтому мне нужен тот, кто будет считать все, рассчитывать, человек-система. И так это было в конце 2014 года. После этого мы разработали бизнес-план, вообще все по уму, в общем, у нас. Мы разработали бизнес-план, подсчитали бюджет, финансовый план, подвели, стратегию развития расписали. И после этого только начали свое дело. То есть на свои деньги или какой-то кредит брали? Кредит мы не брали. Кстати, да, мы же в центр занятости выиграли, там 80 тысяч на человека тогда давали. Выиграли у них, но этого нам хватило, ну немножко там аренду оплатить. А в основном собственными средствами. Угу. А как ты начала вот поиски клиентов? Каким образом вот ты открылась? И как ты вот находила клиентов? Подали объявление на ЕКТ, развесили по подъездам. Объявления такие бумажные, мы прям ходили и сами расклеивали, помню. И все, тогда не было WhatsApp рассылки. Ну, может, она и была, но мы ею не пользовались. И все, и люди как-то начали приходить. А потом уже у нас в нашем бизнесе, вот в детской сфере, да, сарафан играет очень большую роль. То есть, если мы помогаем одному ребенку, то они рассказывают об этом своим друзьям, там, у кого тоже дети есть. Вот так в основном работаем. А сейчас у нас активно работает Инстаграм. Объявления по подъездам мы уже не клеим, листовки не раздаем, хотя они тоже какую-то часть, может быть, маленькую приносили нам клиентов. А как сложно было вот прям начинать, как вспомни вот свою предпринимательскую деятельность? Что у тебя лучше получалось? Какие были сложности? Сложности были такие, знаешь, банальные совсем. Я между занятиями не успевала покушать, потому что шел поток прямо. Например, я могла зайти в 9 на занятие, и вот так вот я одного ученика вывожу, другого забыл, как конвейер, вот так, и в 7 часов только заканчивала. Потому что я тогда была одна, вот в этом была сложность. И за размещение рекламы, запись, там, формирование расписания, запись новых клиентов, это все сестра вела. И плюс там финансы, естественно. А с меня были только занятия, консультации. И вот их тогда уже было очень много, а так как мы снимали тогда квартиру, то нам аренда была низкая, нам прям на раскрутку хорошо хватило. Ну, на самом деле мы долго, ровно по финансовому плану мы шли. Мы год, короче, мы так
как сказать, отбивали открытие. Угу, круто. А сейчас сколько сотрудников? Как работаете? Число сотрудников у нас варьируется постоянно. От того, какие курсы мы открываем, нам туда вот нужны обычно бывают новые инструктора, новые педагоги. Ну, в среднем человек 8. Угу. А как работа вот с командой тебе дается? Каким образом? У тебя в штате или они по найму приходят? Ну, как по договору? По договору? Да, по договору, да. Потому что у них в основном есть основное место работы. Ну, не у всех, ну, вот у кого-то есть основное место работы, и они сюда идут как на подработку. Угу. А когда вот было время, когда ты поняла то, что одна уже не справляешься и нужно кого-то со стороны приглашать? Когда у меня до родов 1 месяц остался. Ну реально, нам никто не нравился, к нам приходили, боялись трудностей. Очень смущало людей, что мы не как в муниципальных учреждениях работаем не по 20 минут, а от 30 до 45 минут. Обязательно работа с родителями, обязательно должен быть эффект, и мы гарантируем результат на своей репутации, это гарантируем, да? Что у нас должна быть структура занятий, они полностью надо отдаваться этому делу, и просто сливались многие специалисты. И потом к нам пришла девочка, с которой мы сотрудничаем до сих пор. Тогда девочка, сейчас девушка уже такая. И как-то так получилось, что у нас, не знаю, может, жизненные цели, может быть, просто жизненные ценности совпадают, и мы вот до сих пор работаем вместе. И после нее постепенно, методом, как сказать, отсева, сейчас у нас разные совершенно логопеды, и они на разных областях специализируются. А изначально мы искали такого восьмирукого восьминога, который будет со всеми заниматься, и взрослыми, со взрослыми, с детьми, там, и с аутистами, и с заикающимися. Ну, оказалось выгоднее искать вот таких, которые специализируются на чем-то. Угу, ясно. По финансовым вопросам, сказала, сестра занимается. У вас с сестрой как отношения? Вот из-за финансовых обычно, когда люди открывают дело, да, там из-за финансовых вопросов возникают разные конфликты. У вас было такое? Тьфу, ну нет, не было ни разу. Тьфу, да, у нас многие спрашивают, говорят, что там дружба дружбой, там, служба службой. Она меня младше-то всего на 1,5 года, и мы прям все детство были очень дружны, дополняли друг друга. Мы даже хотели, мы жалели, что мы не близнецы. Мы даже некоторым говорили, мы близнецы, хотя мы не похожи внешне. Мы вообще, в принципе, друг друга дополняем. И в жизни, и в бизнесе получается то же самое. И надеюсь, и не будет у нас никогда конфликтов на этой почве. Ага. Хорошо, давай расскажи немножко вот в общем об этой нише, да, логопедии. Сколько у нас получается вот таких центров в Якутске, насколько большая конкуренция, и стоит ли этим заниматься каким-то другим людям, да, для того, чтобы тоже вот в эту нишу зайти? Этой нишей стоит заниматься, она у нас сейчас как вот голубой океан, да, она практически не занята. То есть есть конкуренты, но у нас такая сфера, что мы же не магазин, мы не рассматриваем это как конкуренция, мы рассматриваем это как партнерство. Потому что ребенок это такой человек, да, которому просто так слева прохожий не станет другом. А логопед это такой учитель, который должен вызывать доверие у своего клиента, да, иначе контакт пойдет хуже, и, соответственно, вся коррекционная работа пойдет хуже, да. Ну, это, во-первых, как методы современной психологии, скажем так. Есть 2 больших центра, помимо нашего, я знаю, таких логопедических. Ну и все остальное, все маленькие логопедические кабинеты. Они открываются, закрываются, очень быстро открываются, очень быстро закрываются. И вот поэтому мы предоставляем также и услуги по открытию таких кабинетов. А, кстати, в чем думаешь, вот причина того, что многие открываются и закрываются? Потому что человек туда приходит как специалист, он приходит, человек-продукт. А помимо этого, он помимо ведения занятий должен заниматься еще кучей дел. Это же и реклама, и продвижение, и планирование там, на несколько лет вперед, если он не собирается закрыться. Да? У нас, допустим, план лет на 50, на 100, наверное, есть по расширению клуба. А если ты собираешься через год закрываться и на неделю даже не планируешь, ну, так не работает это все. И плюс очень много отдачи надо, особенно первые 3 года точно. Мы реально вот начали какие-то ощутимые что-то такое получать, и специалисты
сами к нам стали проситься, такие хорошие, ну, спустя 2,5 года, наверное. Когда вот мы минули вот эти кризисные 3 года, тогда только ощущение такой стабильности появилось бизнеса. Вот представь себе, что ты попала в другой город, и у тебя совершенно нет денег, ну, ограниченный капитал какой-то есть, да? И у тебя нет возможности вот снимать офис, нанимать сотрудников, и вот в таком случае, что бы ты сделала в первую очередь? Каким образом ты бы раскрутилась быстро? Быстренько, пока на индивидуальных, на репетиторских, там тоже капает хорошо. Ну, а где она нашла бы таких людей? По объявлению есть куча бесплатных объявлений, та же расклейка, хоть от руки, хоть как-нибудь. У меня дети, я не имею права быть безработной. Их кормить надо, а там уже вертеться. Это везде. Мне кажется, даже если я языка не буду знать, я все равно что-нибудь сделаю. Угу. Вот тебе, наверное, кажется, что, как сказать, это совершенно очевидные вещи, то, что ты делаешь, да, по раскрутке, по рекламе. Но многие предприниматели, в частности, начинающие люди, вообще не понимают, откуда брать клиентов. И вот этот блог, в том числе, делается именно для таких людей, для того, чтобы они понимали, да, вот каким образом находить, что это на самом деле не так уж сложно. Вот по этому поводу, что ты можешь сказать тем людям, которые вот хотят этим заниматься? Все равно у нас все упирается в план. Я пока сейчас в последнее время без планов вообще ничего не делаю. Там, да? Распланировать и смотреть, где выстрелят. В каких-то там расклейка по спальным районам. Да? Почему по спальным? Потому что люди там живут, да, они клеят там. Договориться с магазинами, там, флайеры, не флайеры, там, не знаю, одну картинку хотя бы приклеить, чтобы люди могли сфотографировать, уйти. Если есть где-то WhatsApp рассылка, но интернет сейчас доступен, полно бесплатных объявлений, там же подавать, да. Через знакомых искать, их просить делать, там, в Инстаграм завести или там ввести там, и так далее, нужные хэштеги ставить, находить по хэштегам других людей и на них, допустим, подписываться или их там комментировать и так далее, чтобы они обратили на тебя внимание. Ну, мне кажется, так пока. Что в твоем бизнесе тебе больше всего нравится и что тебя бесит? Есть такие вещи, которые тебе не нравятся? Я сейчас навскидку так даже не скажу. Нравится в основном то, что неограниченные возможности. Вот мы захотели, там нарисовали на стене вот это вот, то, что ты сам решаешь, что это где. На Хэллоуин, например, хочешь, там побаловался. У тебя есть возможность всегда возвращаться в детство, оно такое бесконечное получается. Бесит? Так-то не бесит ничего. Сложности есть, проблема всегда есть. Это у нас там не идеально, не розовый там бизнес какой-то на воздушных шариках, да. Всегда есть какие-то проблемы, сложности, но это, как говорится, проблема, которую можно решить, это не проблема, это задача. Так и воспринимаем. Как выбрать хорошего логопеда? Как выбрать хорошего логопеда? У нас по поводу этого статья была как раз в Инстаграме. Выбрать хорошего логопеда нужно, во-первых, знать его образование, чтобы это были не просто курсы двухмесячные, да, а высшее образование, желательно на факультете дефектологии, да. Это я советую тем, у кого серьезные проблемы с речью, а не просто там нет звука р, там, да. Если у вас просто нет звука р, то можно и таким логопедом. А вообще есть логопеды, которые прошли курсы, но они такие от души логопеды, они настолько занимаются самообразованием, настолько они в этой профессии, да, что к ним стоит идти. То есть нет таких критериев прям однозначно, вот только высшее образование, только курсы, остальное вообще нет там, и так далее. Логопед должен вам нравиться, это обязательно, потому что вам с ним еще контактировать, вам доверять ребенка, да, ему, оставлять их одних, да, вы должны на консультации уже почувствовать на диагностике, что вы этому человеку доверяете, что вы готовы ему доверить своего ребенка, да, хотя бы на 45 минут, да, и контакт должен быть у ребенка с логопедом, чтобы время не тратить на то, что логопед с ребенком будет находить общий язык. Вот, в принципе, и все. Ну, отзывы обязательно смотреть. Отзывы, каких больше, каких меньше, там, хороших или плохих. Понятно, что если плохих, туда вообще лучше не ходить, да. Сейчас у нас, когда интернет в доступе, вообще абсолютно всегда, да, то отзывы можно найти легко. Угу. Еще такой вопрос про детей, да, которым маленького возраста. Каким образом выявить то, что у ребенка может быть проблемы с речью? У детей, вообще грудничков, до года, там, да, у них есть определенные этапы развития все равно. Он
2 месяца должен начать гулить, например, да, там, 8 месяцев там, лепетать вовсю он уже должен, то, что многие принимают за первые слова, вот эти мама, папа там, и так далее, да, он должен нормально уметь кричать, да, и разные звуки такие издавать. Вот по ним надо ориентироваться. Плюс, вовремя ли пошел ребенок, гипотонус у него был, гипертонус ли у него был, как он рождался. Вот эти все моменты, они являются знаковыми для того, чтобы определить, предрасположен он к речевым нарушениям или нет. Если, например, были сложные роды, травмы в родах и так далее, да, то ребенок занимался же тогда, как сказать, выживанием, да, никак не развитием речи, он же второстепенно становится. Если до года много болел, там, после года до 2 лет много, если болел, там, тяжело особенно, тоже от соматического здоровья тоже зависит. И с какого возраста можно уже обращаться? Мама может обратиться на консультацию всегда, хоть беременная она может прийти на консультацию, да. А заниматься в основном логопедом начинают с 2,5, когда ребенок уже примерно понимает, что он должен на контакт идти, когда он способен на какую-то ролевую игру и так далее. Но дома можно заниматься постоянно. Вот от грудничкового возраста, чтобы не обращаться к логопедам, можно заниматься с ним уже. Это создавать правильную речевую среду, там массажики делать, потешки. Такие простые вообще действия, они на самом деле очень хорошо развивают речь. А в домашних условиях можно ли какую-то диагностику провести вот самим родителям, да? Все ли нормально у меня там, допустим, с моим ребенком? Есть вот такие техники диагностики? Мы занимаемся как раз разработкой такого приложения, да, чтобы каждый родитель со смартфона мог сделать диагностику своему ребенку. Да. Ну а так, навскидку только можно. Вот точного диагноза родитель же не сможет поставить, он может просто свериться вот, с данными, которые мы приводим, например, нормы, да, общероссийские, да, и сверить, есть ли у него там плюс-минус 2 месяца, это не считается отставанием, но если больше, то это уже считается задержкой речевого развития. И вот на этом завершаем свой блог. Хотел бы услышать от тебя пожелания зрителям, родителям и вообще тем людям, которые хотят открыть свое дело. Не бояться и, ну, во-первых, любить детей, любить все, что с ними связано. Это и родителям, и начинающим логопедам, да, которые хотят открыть свой клуб. Если что, всегда можете обратиться ко мне, я с удовольствием. Я могу об этом долго говорить, поэтому я с удовольствием вас проконсультирую. Вот так произошла наша интересная беседа. Надеюсь, вам было полезно. А сейчас обещанный интерактивчик. Мы с Арданой вас приглашаем на встречу-семинар, который пройдет 13 октября. Он будет посвящен логопедии. Мы поговорим о том, как диагностировать дома нарушение речи у ваших детей, как предупредить нарушение речи и как справиться с ними. Узнать подробнее о семинаре и записаться можно по телефону, указанному на экране. До встречи!